Развитие экономическое, стратегическое развитие нашего региона. Поэтому мы приглашаем самых лучших россиян участвовать в этом конкурсе. И после того, как выберем лучшего, мы для него создадим все условия для того, чтобы он участвовал в развитии экономики, социальной, мирной жизни Чеченской Республики и в России в целом. Вот одно из самых сложных, но одновременно и самых красивых заданий для кандидатов в этом проекте. Устроить чеченскую свадьбу. Что для этого нужно знать? Ну, например, почему жениха никогда вы не увидите на чеченской свадьбе? Почему муж и жена, когда при старших, то тоже никогда не бывают рядом? И какой была свадьба самого Рамзана Кадырова? Кажется, первое, что построили в послевоенной Чечне после храмов, это залы приемов и торжеств. Они здесь всюду. Находясь в Чечне, очень сложно не попасть на свадьбу, потому что они происходят здесь всюду и каждый день. Вот и мы на ней оказались. Добрый вечер. Я сейчас на женской половине, а там мужская. Но, опять же, здесь все разделено. Это вот одна из традиций, одно из правил свадеб. Человеку, команды Кадырова, очень важно понимать, что, по каким традициям, правилам и законам здесь на свадьбе происходит. Красавица-невеста в середине зала, совершенно одна. Жениха на свадьбе не увидеть. Почему, я так и не понял. Вот он, в отдельном кабинете, за плотными гардинами, празднует лишь с друзьями. Рамзан, столько свадеб в Чечне каждый день. Почему вы на эту приехали? Потому что женился мой брат, друг, соратник, единомышленник, настоящий воин, патриот. Так. И так приехал. Что вы будете желать молодым? Что мы хотим во всего этого? Счастья, взаимоуважения, чтобы у них побольше родились дети, и они были счастливы. Вас приветствуют. А что вам желали на свадьбу, на вашу свадьбу? Не буду говорить это. Счастья желали. Но Алло, здорово. он немного посидит за одним столом со старейшиной и только уходя в дверях обнимется с женихом, который так же быстро, как появился, снова исчезнет с глаз. Это одно из самых сложных заданий для кандидатов в команду Кадырова – организовать чеченскую свадьбу. Я уже месяц сюда езжу, но здесь, если даст Всевышнего, будет свадьба. Внука нашего первого президента Ахмад Хаджи Кадырова, Хамзата Кадырова. Это ваш племянник? Мой племянник. Единственный мой племянник по отцовской линии. Покажете тогда, как это готовится? Проинспектируйте. Это место, где будет общий праздник. Здесь всех приглашаю. Сюда всех приглашаю. Свадьба племянника Кадырова, Хамзата, станет самой сенсационной свадьбой России 2016 года. Весь YouTube заполнился роликами с кадрами этого торжества. Километровые кортежи, танцы, процессии, салюты. Мы снимали за пару дней до свадьбы. На свадьбах стреляют? У нас не стреляют. Это раньше, у нас, конечно, вот все обычаи наши, предки, там, все, что было, как раньше было. Да. Почему стреляли из ружья? Не было телефонов, не было там сигналов. Там. Так. Ну, чтобы когда невесту везли, когда еще в селе знали, что они подъезжают, подходят, чтобы они готовились, стреляли из оружия. Да, двустволки, одностволка, там, ба. Вот. И это мы взяли себе моду. Но в Москве иногда постреливают. Чеченцы не постреливают. Здесь будут скачки. Это будут скачки на свадьбе? Да, на свадьбе, да. Представьте, если сюда сотни лошадей привезут, там, значит, они там в интерес скачки, камни будут поднимать, там будут бороться, там все что угодно. Прям вот это полностью забито будет спортивное мероприятие. Приведите коня, Ахмад Хаджи. Лошадь даже намного лучше, чем человек. Чем человек? Да, намного. Лошадь отца. Да, это. Майдан. Самый любимый, красивый, красавица, а? Ну, посмотрите, как он на вас смотрит. Правда, он чувствует вас и любит тоже, да? Ты посмотри, что ты наделал. Бардак на мне сделал. Бардак я. Бардак на мне Папа он сделал. тоже любил очень. Да, папа, да. Последняя запись, которую он снял. Какая последняя запись? Запись, когда он с дедушкой возвращался, он сел на лошади, Алви, они записали его, помнишь? Последняя съемка Ахмад Хаджи вот именно на этой коне? лошади. Не, он сейчас, она высокая была. Она ниже стала.
А? Большая была. ниже становится. Все время, вот, знаешь, вот такая была. Большая? Да, потому что потихоньку. Мышечная масса была. А, он просто уже от старости Да, похудел, да? 23 года. Голос. Ну, тяжело идет, да? Я никогда не кушал мясо лошади. Никогда. И даже есть вот такая, ну, даже это не притча, даже, вот, что когда лошадь убивают там, или режут там, вот в этом доме 40 дней бывает траура. Да. Ангелы собираются, вот, ну, тогда же так говорили наши, там, мой дедушка, отец мамы, он всю жизнь занимался лошадьми. Он мне всегда говорил: Рамзан, я маленький был, я боялся когда. Короче, если ты мужчина, укради у меня лошадь. Укради? Да, я один раз зашел, ну, мне было 7 лет там. Зашел я, мощную лошадь. И я зашел, он... И я испугался и выбежал оттуда, я помню. И я потом смотрю, никто не увидел меня там. Он возмущался, что я зашел там, знаешь, он видит, что я маленький там. Такая дерзкая была там. Ох, как! Голос слышится. Когда не стало хозяина Ахмад Хаджи, она страдала лошадь? Он страдал, Казбек? Ну, я... В принципе, мне не до этого было. Я сам страдал, и мне самому было плохо, не до лошадей было вот, в эти последние годы, там, после первой года войны. Вот, ну, я думал, что жизнь остановилась, что... И вот я ждал, где он сидел. Вот где он сидел, я никогда не сажусь. Где он доезжал на машине домой, я не доезжаю. И это все там, знаешь, такое ценное, знаешь. У меня вот еще вот мы здесь стоим. Рамзан, сейчас уже давай начни. С ползком пойдешь. Минута до своего смерти увидишь своего отца. Вот я не задумался, уже начал бы после. Я до смерти пошел бы, чтобы его один раз увидеть. Хамзат. Вот он первый появился на свет, и к нему, Ахмад Хаджи, были особые отношения. И вы хотите для него сделать особый праздник? Да, и Ахмад Хаджи сказал, что когда Хамзат женится, у нас будет особый праздник. Чеченская лезгинка за спину. Да, правильно. Вперед, вперед. А? Вот он, вот в чем принцип. Потом вперед поставил. Раз. Раз. Два. Понял. Это мы тренируемся в декорациях свадьбы Хамзата Кадырова в родовом селе Кадыровых, Цанторое. Вот всю эту декорацию, огромную декорацию, во дворе дома Рамзана Кадырова придумал сам Рамзан. Старинные чеченские башни, стены. Что будет с этим полом? Вот пол явно пострадает, деревянный пол. Потому что можно себе представить, что будет на нем. А вот это, скорее всего, это, мне так кажется, угол невесты. Вот здесь невеста будет стоять, и у нее не будет возможности подойти к гостям, выйти сюда. Она будет наблюдать со стороны за этим торжеством, а гости будут к ней подходить, ее поздравлять. Это одна из традиций чеченской свадьбы. Тот, кто хочет организовать чеченскую свадьбу, должен знать все эти традиции. Почему невеста стоит отдельно от всего торжества? Ну, чисто уважение, знаешь, К женщине. женщине, уважение, почет. Даже я делаю больше, чем племянник, она гордилась. Потому что она к нам в дом приходит. Да. И она должна поменять все свои правила личной жизни и подстроиться под совсем для нее выше чужих людей. И если мы ее правильно встретим, если правильно поднесем себя, она найдет общий язык. Если мы сразу будем не так вести себя, то у них недолгие будут отношения. Я должен организовать все для того, чтобы она пришла в наш дом и приняла нас за своих. Сколько он сорганизовал уже таких свадеб, причем не только своих родственников. Вот, встречи молодоженов, которых свел когда-то Кадыров.
Сам он сидит между мужем и женой, поглядывает в телефон, вот с недавним еще женихом обсуждает фотографию в Инстаграме, а может быть, чье-нибудь послание. Он все время смеется, но тут же выражение лица меняется. Губы шепчут молитву. В руке электронные четки. Я посчитал здесь почти 20 семейных пар. Ну, И в жизни каждой из этих пар вы сыграли какую-то роль? Какую? Всех нас соединили. Всех вас соединили? Я всех даже просил, но Аську, чтобы она вышла за Руслана замуж. Ну да, даже с Мурадом я просил, но Зулейхана, чтобы она вышла за него замуж. Да. Вы попросили? Да, лично, да. Мурад говорит, ну если даст согласие, я хочу... Они там несколько лет назад общались, да. Ну так, легкое общение там. Туда-сюда, по-детскому. Потом я встретился с Улей, вот с ней, и поговорил. Ну, она, видно, была девушка, была давно влюблена, да, она быстро согласилась. Почему она напротив сидит? Сложный вопрос. Ну, рядышком не хочется с ней вот так сидеть? Ну, рядом? Да. Ну, так некрасиво. Присутствие родственников, отца, брата. Вот так. Дистанция надо соблюдать. Вот так вот. Я ваша супруга, подойду к ней потом. Вот, В зеленом платье, да, или в голубом? В зеленом. зеленого. Чеченская семья – это же целый вообще отдельный мир, который живет по своим правилам. Какие главные правила? Жену муж обязательно должен уважать. И жена это должна ценить, не показывая свой характер. А вот вы повторяете все время слово «уважение», а «любовь». Это слово «любовь», это, знаешь, это в первую очередь уважение. А после этого, или если нет уважения, то это только страсть. Ну, как у нас принято, как у нас в народе, это слово мужа всегда закон. Как он сказал, так и должно быть. Разговорить чеченскую женщину, наверное, самое сложное, что может быть. Особенно при муже. Они чаще всего молчат.